Тем временем Армения заявляет о широкомасштабном наступлении Азербайджана на юге Карабаха. Представитель Минобороны Армении Арцун Аванесян заявил, что Азербайджан 6 октября начал широкомасштабное наступление, бросив в бой резервные силы и большое количество военной техники. Но вот президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль 3 села в Джебраильском районе и ряд стратегических высот по линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Вот что он сказал, давайте послушаем. Азербайджанська армія звільнила села Шихана-Галил, Середжали, Мазра, Джебраїльського району і кілька стратегічних висот на різних напрямках. Успішна операція нашої героїчної армії триває. Карабах – це Азербайджан. Политический военный обозреватель Алексей Арестович с нами сейчас на прямой связи. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Как вам видится все то, что сегодня происходит на Горном Карабахе? Можно ли это назвать просто эскалацией конфликта или уже идет широкомасштабная война? Но это не эскалация конфликта, это операция контрнаступательная, которую проводит азербайджанская армия для освобождения своих оккупированных территорий. Достаточно масштабная операция. Скажите, а вот если говорить о тех селах, которые сегодня мы видим, заявляет азербайджанская сторона об освобождении, насколько эти территории освобожденные имеют стратегическое значение? Это вчерашние освобожденные села по заявление Ильхама Алиева было вечером. Их освободили. Это село вдоль границы с Ираном. От населенного пункта Городис туда были в сторону, скажем так, Нахичевана. Продвижение там не очень большое, это всего несколько километров, и их взяли для того, чтобы обеспечить дорогу от Городиза на Джебраиль, вверх поднимающуюся, где сейчас идут основные бои. То есть азербайджанская армия наступает с южного направления, поджимая, там основные усилия сейчас, поджимая Агдан, Азех и выше там уже сам Степанакерт, или по-армянски, да, который является столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. То есть это обеспечение наступления азербайджанских войск, взятие этих сил. И я бы не сказал, что они имеют стратегическое значение. Скорее всего, высоты, которые взяты, да, они позволяют и контролировать, и не наносить огонь артиллерии дальше, и дальше наблюдать, и контролировать пути там, сообщения. То есть они имеют значение. А вот как вам видится, какова вероятность того, что Азербайджан в ближайшей перспективе полностью сумеет деоккупировать свои территории? Или же все-таки они дойдут до определенной точки, заявят о какой-то победе, что с азербайджанской, что с армянской стороны, и потом конфликт перейдет снова в замороженную фазу? Ну, трудно сказать отсюда. Единственное, что можно сказать, что операция идет тяжело, потому что это горные условия, потому что там оборона, которая много лет создавалась. И азербайджанская армия не обладает решающим превосходством над армянской. Решительным обладает качеством, но решающим нет. Такое, которое позволило бы быстро провести операцию в таких сложных условиях. Горы, плохая погода и укрепления, которые готовились много лет. Тут есть 3 сценария основных. Первый реалистичный, это значит, конфликт продлится еще некоторое время, азербайджанцы продвинутся еще больше, и в результате перейдет в фазу переговоров уже на новых условиях, которые будут в пользу Азербайджана, конечно же, позволят ему получить значительные уступки, создать условия для продолжения мирного процесса, да, для введения туда Турции, например, в качестве спонсора мирного процесса. Есть прорывной сценарий, что удастся азербайджанской армии частично или полностью освободить Карабах, то есть привести его в ситуацию, когда армянская армия не может сопротивляться, уже будет вынуждена отступать, даже при отсутствии полного захвата. И третий, маловероятный, что пойдет эскалация до такой степени, что втянется Россия, Иран, Турция, но это маловероятный сценарий. Я больше склоняюсь к первому, но оставляю как вариант второй. Хотя больше к первому, конечно. А как вот вы себе объясняете вот ту выжидающую позицию, которую сегодня занимает Российская Федерация, и попытки Армении каким-либо способом втянуть ее в этот конфликт как участницу ОДКБ? Ну, у Армении нет выхода, просто она в очень тяжелой ситуации находится. Там уже панические заявления звучат, прямо скажем. А что касается России, то они же в очень сложном положении. С одной стороны, они противники Пашиняна и хотят его снять.
отомстить ему за то, что он снял авторитарный режим Саркисяна, который был до этого и был дружественным с Россией. Мгм. Отомстить за Майдан. А с другой стороны, они понимают, что Азербайджан в тесном союзе с Турцией выступает сейчас, и любое серьезное вмешательство, это означает вмешательство с Турцией. А Турции они проиграли уже несколько раз. В Идлибе проиграли, в Ливии проиграли, вообще в Сирии проиграли. Скажем так. И проиграть еще раз на третьем поле боя им не очень хочется. Тем более, что у Турции неубиенный козырь — это перекрытие Босфора, в случае чего. Это означает катастрофу российской группировки в Африке и в Сирии. Тотальную катастрофу. Поэтому Россия очень сильно зависит от Эрдогана, от Турции, и особо качать права у нее в этой ситуации не получается, учитывая, что даже коридоры для снабжения Армении, либо связи с Арменией транспортного они не имеют. В лучшем случае они могли бы частично снабжаться через Иран. Ну, во-первых, азербайджанская армия развивает наступление вдоль границы с Ираном, перекрывая возможные пути. А во-вторых, Иран заявил, что у них есть своя мирная инициатива вчера. Кроме того, они поддерживают территориальную целостность Азербайджана. И на этом как бы попытки снабжаться через территорию Ирана сразу проблематизировались. Там ситуация очень сильно в пользу Азербайджана и Турции, что является результатом умелой политики, которую проводили эти два государства. И очень сильно не в пользу России и Армении. России практически нет серьезных аргументов и способов вмешаться в конфликт. Мгм. Ну вот вы сказали, что Российская Федерация мстит Пашиняну за цветную революцию 2 года назад и так далее. Вот мстить просто для того, чтобы мстить, или они просто хотят его принудить к гораздо большему подчинению? Они Возможно, хотят создать- его сместить, мне кажется. Даже не руками принудить, Азербайджана? сместить из-за ситуации, которая сложилась, скажем так. Мгм. Давлением оппозиции, да, там Саргисян начал выступать недавно, бывший там министр обороны, и заявляет, что все дело в Пашиняне, какой плохой Пашинян и так далее. И, конечно же, используя ситуацию на фронте. То есть, обычно режимы снимают военные авантюры. Так очень часто бывает в мировой истории. Если военная авантюра проваливается, то дальше следует смена режима, чего они добиваются.